эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Накануне стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира. Хозяевами последних заветных путевок стали англичане и шведы. Итоги очередного игрового дня мирового первенства в России мы обсудим с экспертами и аналитиками, игроком футбольного клуба Кэшбери Акопом Оганесяном и игроком футбольного клуба Ростелеком Иваном Гнатюком. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, позади 56 матчей нашего мундиаля, турнир летит очень быстро. И, по вашему мнению, как идет чемпионат мира в России? Ну, мне кажется, все идет стремительно быстро, как-то даже, можно сказать, незаметно. Обилие красивых голов. Мне кажется, вот взять с прошлым чемпионатом Европы и с чемпионатом мира, в этом году в России голов очень много и очень много непредсказуемых матчей. Взять даже отдельно там матч с Германией, которая с кем она там играла? С корейцами, да, 2-0. Это я просто смотрел этот матч, я не знаю, это вообще Германия играла или нет, я даже не понимал. А так в целом, да, голов очень много. И хотел бы отметить даже некоторых игроков из нашей сборной. Ну, в особенности, конечно, Головина, который раздающий пасы. Это, по моему мнению, что такой молодой человек и так хорошо играет на таком уровне. Это просто здорово, и для нас это очень хорошо. Ну и, конечно же, неожиданно для меня был Черышев, как раскрылся. Думаю, что, в общем, в целом чемпионат просто поражает, если честно. Ну, как говорится, нет худа без добра, да, вот потеряли Загоева, зато раскрылся Черышев, здорово себя проявил. Ну, действительно, очень много голов у нас на этом чемпионате мира, в среднем 2,6 мячей, вот 2,6 мячей залетает за одну игру. И вот, Акоп, по твоему мнению, главная сенсация чемпионата мира в России? Вот мы знаем, что покинули мундиаль команды Португалии, Аргентины, Германии, но все-таки, по твоему мнению, вот главная сенсация? Ну да, я тоже считаю, что это, мне кажется, самый непредсказуемый чемпионат мира, потому что никто не ожидал, что немцы, вот те же, которые в 2014 году разнесли почти всех на своем пути, которые не выйдут даже из группы, заняли самое последнее место. И тоже Аргентина, Португалия, Испания. Никто не ожидал, что такие команды сразу же вылетят не в 1/8 финала. Ну и, конечно, мы помним еще то, что сборная Германии Кубок Конфедерации вот, экспериментальным составом выиграла налегке. Да. Ну и получается очень так, что... молодые игроки, конечно, там были. Но сборная Германии вылетела, и хорошо, что нас радует, конечно же, то, что сборная России все еще у нас борется и идет вперед. Ну что ж, давайте рассмотрим вчерашний игровой день. Программа игрового дня была открыта встречей Швейцария. Единственный мяч в этой встрече на 67-й минуте забил Эмиль Форсберг, благодаря чему Швеция впервые за 24 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Какие впечатления получили от этого матча и как оцените игру шведов? Ну, шведы, конечно, можно сказать, сидели в глухую оборону и играли просто на контратаках. Ну и моментов было тоже у них немало, но в основном атаковала Швейцария, конечно. Там подачи в штрафную площадь были от Шакири, конечно, мощный игрок, тоже хочу его отметить. Если честно, я болел за Швейцарию. Исход матча закономерен, по вашему мнению? Нет, не закономерен, потому что там, если честно, был отскок, когда гол был. И вратарь просто... Он был готов к этому удару, видно было по нему, то, что отскок. Хотелось, конечно, отметить 10-го номера у шведов. Видно было, что хороший игрок, профессиональный, как бы. Игру брал на себя в основном. Шведы, конечно, сели в оборону, контратаковали в основном. Россия, Испания тоже взять то же самое почти. Ну вот очень хорошую вот, мысль, да, вот, озвучил на прошлых выпусках Анатолий Михайлович Самков, дедушка якутского футбола. Он сказал то, что игру, как играла сборная России, да, вот все забудут со временем, а вот счет он остается в истории. Ну, да. Примерно такая же ситуация у нас в матче Швеция-Швейцария. Да, действительно, Швеция традиционно села в оборону, закрылась, играла на контратаках, и отсюда такой вопрос.
В 1/8 Швеция встретится с Англией. И есть ли у них какие-то шансы на положительный исход вот, при такой игре? Ну, если они также сядут в глухую оборону, мне кажется, их оборона не выдержит с англичанами. Тоже считаю, потому что у англичан больше, так сказать, игроков выше классом, потому что взять того же Кейна, который все моменты почти свои реализует, думаю, конечно, тяжело будет все 90 минут так защищаться. И игроки классом выше, которые могут создавать голевые моменты. Ну, то есть все-таки Англия не Швейцария, Да, и конечно. трем львам удастся. Ну, да, конечно, это тоже мое мнение, почему Англия, потому что там не только Кейн, там Решфорд есть, такие игроки, там, Да, игроки. там просто, ну, мое мнение, не просто то, что Англия выиграет, просто у них игроки классом выше, Ну, то есть будет победа на классе. на классе, да. Да. Ну, действительно, сборная Англии традиционно, да, сильный состав имеет, и очень интересно будет посмотреть на эту встречу. Но, во всяком случае, шведская сказка продолжается, и в четвертьфинале вот шведы как раз-таки постараются продлить ее в противостоянии с англичанами, которые накануне вот выиграли в серии пенальти у команды Колумбии. Стоит отметить, что наконец-то вот, да, родоначальники футбола прервали свою Да. традицию, Проклятие. да, проклятие, вот, проигрывать в серии пенальти. Ну что ж, что можем сказать по этой игре, как оценим игру англичан? Ну, если честно, я не смотрел этот матч, конечно, но я посмотрел обзор, и мой вывод такой, что Колумбия была, как-то смотрелась получше, мне кажется. Поинтереснее. Поинтереснее даже, да. Жалко, конечно, что Хамис Родригес Да. не смог поиграть. Если бы Хамис Родригес поиграл, мне кажется, была бы совершенно другая игра. Да, ну, Англия, в принципе, очень давно не доходили до этой стадии. По-моему, в последний раз в 2010 году, В тоже 2006, если Да. память не изменяет. в 6 или к 10 доходили до 1/8 или до 1/4 финала. Ну, конечно, для них тоже это как-то успех, наконец-то. Более, конечно, команда уже молодая такая. Думаю, может даже по силам дойти до финала, если сыграют, не знаю, с более... Да, вот хотел как раз насчет этого спросить. Традиционно, да, Англия на большие соревнования, на большие спортивные форумы заявляет очень сильный состав, но, ну, как все мы прекрасно знаем, успехов на международной арене у трех львов нету. И на что могут рассчитывать вот, родоначальники футбола на этом чемпионате мира? Вот Акоп начал эту тему. Вот, по силам дойти до финала, по твоему мнению, да? По моему мнению, да, потому что сетка более не такая уж и тяжелая, что в той, конечно, там Бразилия, Бельгия, Франция. Но тут, в принципе, да, по силам, потому что они, если выиграют шведов, получается, выйдут либо на Россию, либо на Хорватию. Там, да, мне кажется, да, по силам финал выйти. Ну, давайте все-таки сфокусируемся на лидере атака, на главной персоне атакующих действий сборной Англии. Харри Кейн вчера отличился вновь, у него теперь в активе 6 мячей, он является лидером бомбардирской гонки чемпионата мира в России. И хотелось бы также отметить то, что больше пенальти никто не бьет на этом чемпионате мира, чем англичане. В этом турнире у них уже 3 11-метровых реализованных удара, и вновь отличился Харри Кейн. Вот нахваливаем, да, Харри Кейна, вот, его самые сильные стороны, по вашему мнению, и как он может помочь своей команде в следующих матчах чемпионата? Ну, я думаю, самые сильные стороны — это открываться в штрафной, чувствовать этот момент, где, так сказать, голевое чувство такое есть у него, что можно где-то замкнуть, где-то открываться под партнеров. Это, ну, конечно, очень классный нападающий. Думаю, и после чемпионата мира очень большой спрос будет на него. Лидер, конечно. По-моему, и Реал Мадрид хотел его приобрести, Харри Кейна. И, ну да, я соглашусь с этим мнением. Но еще Харри Кейн, еще, мне кажется, и пас может хороший отдать вовремя. И у него, да, голевое чутье, конечно, просто на высшем уровне. И... То есть умеет не только забивать, Да, но и да. в случае надобности сыграет с партнером. Конечно, да, голевой. конечно, да. Да, англичане больше еще и с угловых
в этом чемпионате забивают. Да, 7 голов из 9 вот, Со со стандартов. стандартов. Да. Впечатляющий показатель, согласитесь. Ну и еще один вопрос. У Кейна на стадии 1/4 чемпионата мира уже 6 голов. И по вашему мнению, сможет ли он хотя бы повторить лучший показатель вот, по количеству голов на чемпионате мира? Каковы шансы? Ну, шансы, мне кажется, есть у него и хорошие. Ну, сейчас, как еще раз я говорил, чемпионат непредсказуемый. Поэтому, ну, мне кажется, да, он может повторить, может даже и превысить Да, по ну, показателю. есть, конечно, шансы, но и надо не забывать, что на пятки наступает тот же Лукаку, который тоже очень классный форвард, тоже может догнать Кейна, даже обойти. Да, у Лукаку в активе 4 мяча. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы Черешев у нас Да. Да, или цеплялся тоже за... Дзюба, почему бы нет. Ну и Дзюба, да, почему нет. Давайте перейдем к самому приятному, главному. Россия в 1/4 сыграет с командой Хорватии. И тут конкретный вопрос я поставлю. Против сборной Испании наша команда Станислава Черчесова, сыграла в 5 защитников. И все мы помним эту игру. Неважно как, но все-таки добились главного результата. И вопрос такой. Против команды Хорватии Россия сыграет также от обороны, закрывшись, или же вот, более открытый футбол предложит и вернется вот в схеме 4-2-3-1. Мне кажется, они не сядут прям, конечно, в глухую оборону, но также будут действовать на контратаках. Да, надеюсь, Дзагоев будет. И надеемся, что он уже Может помочь команде. Да, может. Он после может травмы помочь команде. восстановился полностью. Да, он может помочь команде. Не стоит, так сказать, в открытый футбол играть с хорватами, потому что, как показал матч с уругвайцами, конечно, зоны были свободные, которые тот же и Суарес, и Кавани вырвались в свободное пространство, создавали моменты. Думаю, конечно, от обороны надо играть, потому что с такими игроками, как Модрич, Ковачич, Ракитич в центре поля вряд ли, думаю, что-то получится. Потому что это игроки, которые очень-очень редко теряют мяч. Да, еще, кстати, Тяжело будет, конечно. надо не забывать про Маджикча еще. Да, Тоже такой игрок, который нет-нет, такие вещи вытворяет. хорваты, конечно, у них более ровная команда во всех линиях, почти сильные игроки. Тоже их многие считают фаворитами, конечно, чемпионата мира. Но надо тоже еще не забывать по поводу нашей сборной. Мотивация у них просто огромная. У них видно, как Да. горят глаза, особенно посмотреть на Игоря Акинфеева. Черчесов, конечно, молодец. Конечно, подобрал такую тактику с испанцами, что все, конечно, думали, тоже будет 4 защитника, в атакующий футбол будут играть. Ну, Еще хочу поставить, как бы не ставку, а как бы сказать, Дзюба со второго этажа забьет в этом матче. Да, и вновь, да, Дзюба выйдет, и мы увидим это снова празднование. Да. Да, замечательно. Да. Ну, будем на это надеяться. Сегодня у нас матчей нету, можно выспаться, ну а впереди нас снова ждут бессонные ночи и прекрасные игры. Продолжаем наслаждаться чемпионатом мира в России, о результатах следующих игр мы также обсудим у нас в студии.